Друзья, всем привет! Слышите тумана? Он уже чувствует, что что-то намечается. Он уже чувствует, что намечается прогулка, лесная прогулка. Да, туман, сейчас пойдем, сейчас пойдем. Раннее утро. Дождя нет, вчера целый день поливал дождь. Росы много. В общем, друзья, решил я прогуляться по грибы. Далеко ехать не буду. Просто отъеду немного за деревню, чтобы туман никуда не убежал, не начал бегать по деревне. И прогуляемся по лесочку, соберем, если найдем, но я так думаю, что мы их найдем, грибочков. В общем, поехали. Что туманчик? Туманчик уже рвет и мечет. В общем, ведерочко взял, все взял. Сегодня взял грудной крепеж. Съемка будет вестись немножко в другом ракурсе. Посмотрим, как оно получится. В общем, все, погнали. Погнали, туманчик. Гулять пойдем, гулять по лесу пойдем, да? По лесу пойдем. Так, видите здесь. Блин, башкой об будку ударился. Вот ему погодять. Пошли. Ведра только не прокинь. Все, погнали, погнали. Погнали, туманчик, погнали, погнали. Радости-то сколько. Видали, да? Видали этого зверя? Еле удержал, еле до машины. Это так мы гулять хотим, да, туманчик? Он уже чувствует, вот раз. Раньше он нормально реагировал, а вот 2-3 раза сходил в лес. И теперь все, только начинаю одевать сапоги, он уже чувствует, у него уже чуйка, что идем в лес. И вот такая вот реакция. Бесполезно, я устал, пока его до машины донес. У него столько энергии, он сейчас пока 15-20 минут пока не набегается, он не успокоится, потом будет все нормально. Да, туман? Порвем медведя. Ружья нету, медведь есть, так что вся надежда на тебя. Тебя он первого съест. Ладно, будем надеяться, что с хозяином мы тайги не повстречаемся. Поехали. Ну вот туманчик. От деревни отъехали. Теперь можно и погулять. Теперь можно и погулять, туман. А радости-то сколько. Радости полные штаны. Ну и мы тоже пойдем прогуляемся. Посмотрим наши заветные места, где обычно растут грибочки. Да, туман? Куда пойдем? Пойдем проверим сначала те места, где у нас тогда грибочки находили. Пошли. Может, там еще что выросло. Ну что, друзья, начало вроде бы просто замечательное. Вот она, моя машина. Вот отошел буквально 30 метров в сторону, в эту сторону, где тогда нашли грибочков. Вот буквально только зашел 10 метров сюда и вижу, уже вот он один гриб. Вот сразу увидел его издалека. Вот он такой красавец. Повернулся, увидел, что кто-то уже здесь порезал старый гриб. И обратил внимание, и где-то здесь я видел, вот уже не вижу, вот он, друзья. Увидел один еще маленький грибочек. Вот он, этот грибочек в кустах. Вот он, такой малыш-крепыш. Выкручиваем. Вот он такой крепышочек.
И вот второй. Буквально только что зашли. Этот отломался вообще. Вон, два таких грибочка. Ну чё, отличное начало, я вам скажу. Во. Еще сломал один гриб, но этот вон червивый уже. Еще был один грибочек. Червивый. Я его даже не заметил. Вот еще один, друзья. Вот еще один грибочек. Какая ножка у него тонкая. Вот так. Третий. Так, ну что, смотрим еще. Вот еще один. Вот еще один. Вижу. Четвертый. Сейчас надо корни, наверное, все-таки убрать. И все-таки, что ни говори, говорят, надо выкручивать. Чистое мое мнение. Всю жизнь мы резали их. И, наверное, у меня нож есть, я буду резать. Вот еще один. Пятый гриб. Мы его отрежем. Ну что я могу сказать? Прекрасное начало. 5 маленьких грибочков. Буквально сразу, как только зашли в лес. Вот 6-й. Прямо возле лепешки. Коровьей лепешки. Вот 7-й, друзья. Вот 8-й. Друзья, это только я зашел. Даже не в лес, а на опушке. Только отошел от машины. 8-й грибочек. Так что грибы пошли. И это радует. Ну что, вон 9. Нет. Вон 9. А это кто-то уже что-то резал. Как мы видим, я не один. Грибы собирают, но видишь, это, видать, сегодняшние свежие грибочки. И мы сейчас их начинаем резать. Все, погнали. Посмотрим этот грибочек. Тут их два. О, этот вроде целенький. Ну и этот целенький. Тоже целенький, красивенький. Это на беломошнике их хорошо видно, а в таком месте, где трава, не каждый гриб и заметишь. Вот еще один. Шляпку берем. Так. И где-то там еще один был здоровячок, но скорее всего он, наверное, тоже червивый, потому что стоит теплая погода. Вот где-то здесь он был. Вот он здесь он был возле лепешки. Вот такая лепешечка. Ладно, пока берем, а там разберемся. Ну вот прекрасное начало. Только зашли в лесочек. Вот такие мелкие грибочки. Сразу. Так что продолжаем нашу прогулку. В прошлый раз, вот помните, я здесь вот грибочек находил. Один. А вот здесь где-то я грибочек один находил. Да, возле этой ромашки, вот где-то здесь.
И целая партия грибов у нас была вот здесь. Штук 6 грибов. Сейчас, как мы видим, здесь уже грибов нет. Вон нет, что-то было. Вон 2 гриба вырастало, 2. Кто-то их порезал уже. Ну, видать, это с той партии, что я тогда собирал еще. Просто выросли чуть позже, и я их не заметил. А здесь, как мы видим, вот тоже вот один вырастал. Ну, кто-то его порезал и решил не брать. Ну, правильно сделал. Ладно, мы тоже не берем. Ну, пока все. Идем дальше. Так, ну что, пойдем дальше. О, еще 2. Но это подберезовики. Это не подосиновики. Это подберезовики. Сейчас посмотрим, чем они дышат. Вон 2 грибочка. В принципе, крепкие. Без червей. Мы их берем. Потом разберемся, что да как. Но пока мы их берем. Вон еще там 2 грибочка вижу. Ага. 2 грибочка, но это, как их называют, дождевики, не дождевики, я не знаю. Кто-то говорит, их даже ест. Варит с них бульон, употребляет пищу. Я такие грибы как-то, ну, как-то никак. Пусть оставим их на месте. У кого есть желание, пусть берут, едят. Я знаю только, когда они вырастают, у них вот так вот. От них облачко дыма такое. Вон какой-то гриб. Это, наверное, типа что-то груздь. Да. Наверное, груздь, но тоже оставляю. Я такие грибы не собираю. Кому надо, пусть берут. Никогда не отрезаю, не пинаю. Если я гриб не беру, то пусть он остается так, как он растет. Так, ну а мы продолжаем. Пройдемся сейчас вдоль опушки леса. Так, вот растут грибочки, подберезовички. Вот этот старый, эти 2 помоложе. Ну что, в принципе, вот этот можно взять. И вот это сейчас посмотрим. Но этот нет, этот походу уже старый. Этот да, этот не будем резать даже. А вот один молодой, туман все гоняет, никак не набегается. Сейчас далеко куда-то отходил. Вот он, друзья, вот красавец. Вот он, красавчик какой. Вот он. Вот он. Ни единой черной точки. Ни единой черной точки. Только-только вылупился. О, какой красавец. Так, смотрим. Смотрим поблизости. Иной раз даже приходится на ощупь по траве руками искать. И бывает, что даже находишь, нащупываешь, скажем так. Вон там что-то. Нет, это листик. Видать, одиночка был. Но зато какой. Один в поле воин. Пошли грибочки. В прошлый раз уже заметно было, что они... А что, дожди? Каждый день дожди, тепло. Что им еще надо? Вот они и растут. Так, вот у нас какая-то партия грибочков стоит. Это подберезовички. Беленькие такие. Но они чистенькие. И мы их тоже берем.
Раз, два, три. Ладно, разберемся потом. Червивый, не червивый. Вот этому хана, походу, да. Этому конец. Вот. Вон там еще один подберезовик есть. Вот еще один, но они старенькие. Мы туда идем. А вот эти два подосиновичка, походу, более-менее. Сейчас посмотрим. Не более-менее. Ну-ка, проверяем на вшивость. Не. Все. В принципе, вот эту половинку можно взять. А нет. Не. Ну ладно, если что. Так, вижу там подосиновик, но он старый, большой. И пока все. Так. Вот еще вижу подберезовик. Этот старый. Мы его даже резать не будем. А вот этот молодой. Его мы проверим. Вроде ничего, вроде крепенький. Вскрытие покажет. Вскрытие покажет. Так, ну что? Пошли дальше. Вот тропы уже натоптаны. Тут не один человек уже прошел. Но именно сегодня, возможно, еще никого не было. Потому что ранее не ранее, но все-таки утро. Вот, вижу красавца красноголовика, подосиновик. Сейчас мы его проверим. Так, и походу он чистый. Ладно. Вскрытие покажет. Как в анекдоте, да? От чего умер пациент? Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Так и у нас. Вон грибочки, сколько их вот. Раз, два, три, четыре, пять. Но они все старые уже. Они уже старые. И мы их брать не будем. Вон еще старый гриб. Шестой. Во. Вот это крепыш. Вот это толстячок. Вот это красавчик. Вот он какой. Вот он какой толстячок. Туман, не ходи, к машине задавит. Рейсовый автобус пошел. Сегодня пятница, у нас рейсовый автобус. Рейсовые автобусы у нас ходят. Вот еще один малышок. Вот он какой. Вот какой он малюсенький. Вот он какой малюсенький. Его даже не видно. Но он есть. Он уже вылупился. Он. Смотрите, какой, друзья, интересный гриб. Сейчас я его достану. Вон. Вон такая вот шляпка маленькая. Маленькая шляпка. Остальное все нога. Вот такой вот матрешечка такая. Так, я не договорил. Рейсовый автобус у нас ходят 2 раза в неделю. По понедельникам и по пятницам. Утром и вечером. Там что-то в 8 или полдевятого утра. Троицк и из Троицка сюда идут где-то в 3 или 4 вечера. А в остальные дни, у кого техники нет, добирайся как хочешь. 2 раза в неделю. Понедельник и пятница. Уехал в райцентр понедельник. Вон гриб большой. Подберезовик, но мы его брать не будем. Вот и сколько подберезовок. 1, 2, 3, 4, 5. Но они все большие уже. Туман уже один снес. Вон красноголовичек. Его мы возьмем.
Уехал в райцентр понедельник. В пятницу приехал. Или наоборот. Вон там еще. Вот сколько подберезовиков. Они уже гниют. Я прям аж слышу запах гнилых грибов. Все, да. Они уже сгнили, прогнили на месте. Черви, опарыши, мухи на них отложили личинки. И они прямо на месте вон прогнили. Ну, вот этот, не знаю, вот туман снес его. Вот, уже снес, но он, да, тоже старый уже вон. Есть его можно, но не нужно, скажем так. Так, друзья, иду. Ой, как бы всех запомнить. Иду вот до леса, там вот вижу вот 1, 2, 3, 4, 5 красноголовиков, подосиновиков. Надо запомнить. Но тут вот на солнце прямо осветило. Издалека аж блестят. Вот тут один, еще один вот нашел. Возле лепешки. Ну, это, наверное, уже старый, да. Он не такой-то старый, но большой и червивый. В лепешку кинем для удобрения. Коровья лепешка. Но я не к этому грибу шел. Я вот шел к тем двум красавцам, которые вон на солнышке блестят издалека. 3 получается даже вон. Вон третий, я его издалека не заметил. Но вот этих двух, вот 1 и 2. Я их издалека, они вышло солнышко. И они издалека вот показались. Вот такие вот красавцы, только они вылупили сегодня. 1, 2. Вот, ни единого червячка нет. И вот третий, которого я не заметил издалека, но он здесь вот тоже вылупился. Вот такой вот красавчик. Смотрите, как быстро у нас прибавляется в нашем лукошке, в нашем ведерочке. И там было еще целых 5 грибов. Но те не знаю, они крупноватые, конечно, были. Но пойдем глянем. Вон крупный красноголовик был, подберезовик. Вон второй подберезовик крупный. Вон еще один подберезовик. Ладно. Вон там белый гриб какой-то. А это, скорее всего, вот это, да, дождевик опять. Вот это дождевичок. Мы его не берем. Вон 2 красноголовичка опять. Мы их сейчас посмотрим. Не, они уже все. Мы опоздали. Но этот, наверное, даже резать не будем. Или проверим. Тоже, да. Надо было за ней приходить вчера. О, коленом. Сбил коленом. Я его даже глазами не видел. Вот он крепышок. Вот еще маленький. Вот еще маленький. Вон второй малыш. Я его тоже уже сбил, получается. И вон третий вообще малюсенький какой. Вон третий вообще малышочек. Вот такой вот. Вот такой вот. Как матрешки. Вот такие вот матрешечки. Вот так вот. Если бы я не заметил эти крупные грибы, то я прошел бы просто мимо этих грибочков. А так вот так вот. Я их заметил. Только. Вот даже так. Вот еще один нашел. Вот еще один малышочек. О, какой! Смотрите, какой, друзья, малышочек. О. Он аж треснул. Вот это дундук. Сейчас я его покажу. Немного от корней отделю. О, смотрите, какой он дундук. Он так вырос, что аж вот треснул сам. Вот это крепыш-то крепыш. И все это на одном месте. Вон, 2 старых гриба и куча молодых. А подошел всего-навсего вот к этому дождевику.
Если бы не этот дождевичок, я бы их просто мог пропустить. Так. Ну что, все прекрасно. Вот грибной улов у нас растет. Вот старый красноголовик подосиновик. Мы его даже резать не будем. Так, что-то хрустнуло в ногах. Нет, это просто ветка показалась. Так. Так, и где-то здесь. И где-то здесь я видел кучу красноголовиков. Вот они растут. Вот они, но они крупные, скорее всего. И скорее всего они уже устали. Вон это уже гнилые. Сейчас проверим этот. Этот, в принципе, целый. Но такой он уже мягонький. Не, этот не пойдет. Мне кажется, вот эти тоже уже не пойдут. Они крупные. Вон их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 грибов в одном месте было, но они, скорее всего, уже все. Хотя нет, целый. В принципе, он целый, но уже такой немножко мягковатый. И ножка такая серая, так что мы их брать не будем. Ладно, пойдем дальше. А вон, вижу там рядом малышок растет. Вот он. Вот такой вот малышочек, но он тоже почему-то прогнил. Прогнил старый гриб, он, и от того прогнил новый молодой. Ладно. Вот кто-то мне говорит, что если срезать гриб, то грибница загниет. Ну вот, если не резать, он же тоже гниет, гриб, по идее. Он сам по себе гниет, и рядом даже вот маленький грибочек был, он тоже прогнил. Так что режь, не режь, мне кажется, разницы никакой. Если он что творится, он, так что разницы никакой. Какая красота растет. 1, 2, 3, 4, 5-й малышок. Смотрим. Ах, уже успели черти. Ладно. Шляпку мы все равно возьмем. Шляпка чистая. 2-й. 2-й чистенький грибочек. Немножко в глине испачкался. Ну ничего. Красавчик. 3-й. 3-й тоже с виду нормальный такой. Дома вскрытие покажет, пока резать не будем. 4-й. Ах, вот его уже успели. Ну, дальше тоже пока резать не будем. Дома, если что, Валентина почистит. И вот этот малышочек еще один. Вот такой вот малышок. Тоже с виду пока целенький. Дома разберемся. Вот еще вижу. Еще 2. Еще 3. Еще 3. Вот. Раз. Вот. Еще 4. Два. Он такой вот красавец. 3.
Вон, немножко шляпка начинала проклевываться. Вон 4. Где-то еще здесь был. Где-то. А вот он. Вот он. Вот еще один. Раз. Вот такой вот. Вот еще один. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Аж хрустит. Вот такой вот красавело. Так. Тут вообще малюсенький. Вот, друзья, малюсенький грибочек. Но мы его пока оставляем. Там смысла нет его брать. Пусть растет. Вот. 5 или 6 грибочков я даже. Вот тот гнилой был с ножкой. А вон каких крепышей нарезали. Отлично, друзья, отлично, хорошо. Вот, нет. Вот такая бровочка. И прямо на бровке, на глиняной бровке. Вот вижу еще один красноголовик. Подосиновик. Вот они, вот они. Так, это у нас что за гриб? Это сыроежка. Сыроежку мы тоже не берем. Вон 2 крепыша. 2 крепыша. О, 3 крепыша. Блин, глаза разбегаются от этой красоты. Вот такой вот. Раз. Вот такой вот. 2. Вот там вижу. О, еще 2 вижу. 2. О, 3. Обалдеть их сколько. Вот такой вот. 3. Крепышочек. Вот такой вот. О, этого зацепили. Этого мало зацепили. Ну, ничего страшного. Так. Где еще? Где-то еще я здесь видел. Вот. Сколько их. Мама дорогая. О, смотрим, считаем. Я уже сбился со счета. Так. С этим все ясно. Раз он. Смотрим. Этот старый. Вот там старый. Он малый, молодой, но прогнил. Он маленький, молодой, прогнил. Так, что с этим? С этим, походу, ничего тоже интересного. Оставляем. Так, что с этим? Этот тоже. Тут, видишь, они растут на открытых местах. И, походу, мы эту шляпку возьмем, дома разберемся. Так, глянем этот. Хотя он какой здоровый. И ты смотри, ножка чистая. Вот такой вот красавчик. Дома разберемся. Если червивый, пойдешь к коровкам. Он крепкий. Вон еще один. Ну, это шляпку берем. Вон их. Раз, два, 3. Еще 3 гриба. Шляпку берем. О, этому все. Этому конец фильма. Этот с виду целенький. О, красавчик. Берем. Так, вот такая вот грибная полянка. Вон, косим, друзья. Не надо искать, все на одном месте. Отлично. Вот такой грибосбор мне нравится. То, что тепло, они пошли, это хорошо. Вот еще один красноголовик. Плохо только то, что много червивых. Вон еще грибочек.
Так. Ну что, есть еще, что нет? О, смотрите, что делает кедровка с кедровыми шишками. Подчистую. Вон, одну шишку. Один орешек оставила мне только. Остальное все подчикало. Так, ну что, участочек выкосили. Идем дальше. Так, друзья, вижу еще один грибок. Тумана что-то нет. Вот он, грибочек. Целый. Целехонький. Так, я говорю, тумана. Что-то далеко не попадал. Давно не попадал в поле зрения. И в деревне слышу, загавкали собаки. Он, наверное, паскудник оставил меня и умчался на лай собак в деревню. Вот такой вот у меня туман, баламут. Оставил хозяина. Надо было просто подальше от деревни отъезжать. Мозгов у него 3 года Кобелькова. Все какой-то он не такой. Кстати, друзья, недавно мне предлагали щенка, чистокровную русско-европейскую лайку за 5000. 2 щенка, говорит, осталось. Не знаю, разобрали, не разобрали. Но, говорит, уже месячные, если не больше, уже щенки. Уже, говорит, мать соски кусают тудым-сюдым. Ну, в общем, надо хозяину быстренько отдать их. Покупателя нет. Ну, я отказался, потому что у меня есть туман. Он хоть и бестолковый, но он наш питомец. И просто, как некоторые делают, берут чкир-башка, убирают, берут другую собаку до тех пор, пока не находят толкового пса. Я так не могу. У меня и Бим жил лет до 16, наверное, умер своей смертью. Он наоборот, он сначала это был нормально. Русско-европейская она была. А, это западно-сибирский. Вон, вижу, еще один грибок. Это да. Сейчас предлагают мне западно-сибирскую, а та была у меня... Бим был у меня русско-европейская лайка. Вот такой вот красавчик гриб. Он у меня наоборот с детства работал. А потом вот еще один гриб под старость начал туштить. То глухаря как-то сожрал. Вот два грибочка. То еще что-то, но ничего, дожил, умер своей смертью. Вон лают собаки, точно он, наверное, паскудник в деревню убежал. Вон, грибы рядом с деревней. Сколько тут, наверное, метров 500, не больше, до деревни. Вот он, наверное, услышал лай собак и побежал. Надо было подальше. Видишь, отъехал я подальше, а потом грибы пошли. Я, получается, наоборот, подошел ближе к деревне. И туман все услышал лай собак и побежал. Теперь уже сюда он навряд ли придет. Он пока не нагуляется, лишь бы ни у кого там не похулиганил, ни курей, ни овец, ничего. В деревне у нас не принято собаки, чтобы гуляли. Он медведь, наверное, рыл, или я не знаю кто. Что-то искал. Вон еще. Это по-любому мишка, вон. Муравьи или кто там. Вот. Что-то копался. Медведи есть, медведи ходят. Так бы и туман и защитил хозяина от медведя. Ёшкин кот. Ну ладно. Малой кровью не сдадимся. Как говорят, если увидел медведя, он на тебя напал, надо воткнуть ему в живот нож, и он будет вытаскивать свои кишки и умрет. Так, зафиксирован, говорит, самый большой рекорд такого тыкальщика, которого съел медведь. 15 раз, что ли, успел тыкнуть он медведя.
В конце концов Мишка все равно его съел. Так что не знаю, как раньше с рогатиной ходили на медведя, но мне кажется, пустая затея. Главное не убегать. И убегать будешь, точно медведь тебя съест. Остановиться, как говорят, раскинуть руки широко, крикнуть можно, что есть мочи. Может быть, поможет. Но если он на тебя напал и начал тебя грызть, то уже мало что поможет. Ножичком уже, наверное, ничего не сделаешь. Вон, все разрыто. Мишки есть, мишки ходят. Так, что-то у нас грибов нет. Грибные места все прошли. Сейчас вот хожу уже сколько. Не замечаю. Ладно, до первого грибочка. Так, друзья, говорил я вам до первого грибочка. Вот грибочки пошли. Заметил сначала вот этот гриб. Вот этот грибочек. Спрятался вот такой вот подосиновичек. Крепышок. Вот он. Типа лесочек здесь, и ножка уже черноватая, как на бору. Если тут ножки белые, то это уже темнее. А на беломошнике на бору вообще ножки черные у красноголовиков. Вон кто-то здесь уже хулиганил, чуть не сказал. Порезал грибочек. И где-то здесь я еще видел, вот еще один гриб. Малышочек свеженький. Вот он. Аж скрипит. До того не крепкий. Режешь ножом, а скрип стоит. Так, два грибочка. Два грибочка плюс. Так. Смотрим внимательно вокруг. Могут быть еще грибы. Так, друзья. Издалека заметил вот такого здоровяка с толстой ножкой. Этот, наверное, по-любому червивый. Подошел к нему, а рядом вот такой вот малыш. Малыш-крепыш. Даже похож чем-то на белый гриб, но это не белый. Это у нас подосиновик, только цвета коричневого. Так, ну а этому, наверное, пришел конец. Ну да. Этому уже конец. Но не зря к нему приходил. Маленького грибочка все равно я взял. И все, пока. Идем дальше. Друзья, куча. Раз, два, три, 4 подосиновика. Старика уже прогнивший. 5, 6 штук. Фу. И чувствуется аж запах гнилых грибов. 6 грибов и все прогнило. Никто не проходил последние 2-3 дня. И они просто прогнили на месте. Вот и говорят, ну, что не срезать корень, а иначе прогниет грибница. Ну вот они гниют на месте. По-любому прогниет шляпка, нога и кусок корня. Это все сгниет. Черви сожрут. Так что я так думаю, если отрезать и сгниет, что так сгниет, разницы никакой. Вот он красавчик. Вот он второй. Так что лучше, наверное, резать, чем выкручивать, чтобы не говорили. Все-таки, когда выкручиваешь, их вырываешь с корнями, мне кажется, грибница больше портится. Вот. Ножку убрали, шляпку берем. Смотрим, второй рядом стоит. Это чистенький. Это чистенький. Так, вот еще один вижу. В траве сразу их ты не заметишь. Вот.
Остановился возле какого-то грибочка. Смотришь рядом, вот они, друг друга даже на ощупь. Вот, вижу еще один. Так, это третий мы срезали. А если еще присел, то снизу еще лучше видать. Он еще крепышок. Четвертый. Анна Васильевна разберется. Стараюсь вот эти все операции с разрезаниями сверху, снизу не проводить, потому что место среза потом вот так вот чернеет. И дома это опять лишний раз срезается. Лучше дома на месте срезали, сразу отварить, и цвет будет беленький, и все такое. Тем временем у нас вот улов, грибной улов растет, и неплохо растет, уже чувствуется вес. Сейчас дойду до машины, вывалю все это в пакет, чтобы не таскать. Вот еще один, этот, скорее всего, мягонький, наверное. И это подберезовик, да. Подберезовик, но он в принципе чистенький. Возьмем. Васильевна разберется. Так, все. Налетели откуда-то комары, ветер стих. Зверюги. Так, он тоже нашел такие вот небольшое семейство маслят. Не знаю, собирать их, не собирать. В принципе, я их не ем. Но говорят, если снять шкуру и пожарить, они нормальные. Не знаю, на всякий случай попробую собрать. Можно попробовать. Вон их тут куча вот таких вот маслят, вот малышков. Тут карьер, получается, недалеко. И типа, ну, песок, сосны. Тут раньше мелиорация была. Это сейчас все заросло. И вот выросли вот такие вот маслята на месте мелиорации. Вон их сколько. Я в прошлый раз их тоже замечал. А нет, это не маслята. Но не собирал. И которые сейчас были, они вот выросли и уже стали большие. Попробуем малых скосить, которые небольшие, маленькие маслята. И попробуем, говорят, шкурку снимают. И они тоже, говорят, вкусные. Я слышал, их маринуют некоторые. Вот они в такой вот местности растут. Вон масленок. Вот такие вот маслята. Если вот так вот есть они, где на песку, они прямо растут. Вот, их куча. Как бы проблем не составляет их нарезать вот так вот. Собрать. Или потом сюда отдельно прийти за ними, я не знаю. Но они растут, и их как бы, вот видно, что большие уже, их никто не собирает у нас в деревне. Вон. Не знаю почему. Вот, их много. Ну ладно, если я начал, сейчас уже до машины здесь недалеко. Немного их покашу, этих маслят. Где у меня ведро, чтобы ведро-то не потерять. Вывалю все это в пакет. И пойдем. Так, это не то. Вот это то, масленок. Вот такой вот. Немного я покашу на жареху. Попробуем специально. Вот такие маленькие они. Их очень много. Вон. Соберу. И они не червивые, ничего. Покашу их немного, вывалю в пакет. И потом сделаю еще один кружочек. Второй круг, и надо идти в деревню. А то у меня туман так и убежал. Оставил меня. Надо прицепить собаку еще. Вот это масленок. Иду режу маслята. Смотри, какой
Какой красавец гриб. И целый. Вот это масленок. Ох, раздавил. Раздавил, пока шел к тому грибу. Раздавил маслят. Вот они, вот. Вот они растут целыми. Вот такими семейками. Раз, два, три. Вон такие они. Масливые, сопливые. Три. Вон еще тут. Этот, ладно, слишком уж маленький. Вот еще один. Вон тут их. Вон тут их сколько. Вон. Вон маслята какие. Их только чистить муторно. Вот их сколько. Я так думаю. Вон. Ну ладно, начали, так уж соберем. Что? Попробуем. Валентина не захочет чистить, так отдадим. Фу, этот прогнил. Некоторые мелкие, но уже гнилые. Так. Ну пока все. О, опять семейство маслят. Ладно, если начали резать, уже нарежем этих сопливых грибочков. Не люблю вообще-то их собирать, потому что они очень скользкие. Ну ладно уже. Попробуем, разик соберем. А там видно будет. Так, этот гнилой. Этот нормальный. Вон их сколько уже прогнило. Вот там еще вроде. Вот их сколько. Вот их сколько. Вот таких вот маленьких, сопливеньких. Так. Этот, ладно, вон. Как пуговки. Вон. Где вот это действительно, как говорят некоторые, косить грибочки. Не знаю, будем, не будем мы их сегодня есть. Если накошу на жареху, спрошу. Если Валентина будет чистить, пусть чистит. Нет, так вон такие малышки. Отдадим брату. Они вроде бы едят маслята. Вон их сколько здесь уже в перемешку. Никогда их раньше не собирал. Первый раз. Не знаю, может быть попробуем. Надоело мне резать этих маслят, соплят. Их вон сколько. Их очень много. Я уже не беру вот такие крупные, которые. Я чисто режу мелкие. Но они вон на каждом шагу. Так, этот уже почернел, этот мягкий. Есть старые, есть новые грибы. В общем, все. Уходим с этого маслятого сопливого места. Пойдем искать наших крепышей, красноголовичков. При желании их здесь можно собрать кучу. Вот такое место песчаное рядом с карьером. И тут этих маслят просто тысячи. Тысячи. О. Пяточки. Вот.
кто их будет чистить. Ну, раз начал. Блин, я уже так до машины не дойду. Я уже иду прямым ходом, уже не ищу их, они все есть и есть. А вот она, наша машина. Вот отсюда мы начали косить грибы. И вот, что я вам говорил, что всех грибов не собрать. Вот как я не мог вот заметить, вот скажем, вот этот вот гриб. Вот такой вот крепышок не выражен за полчаса. А я его пропустил. Я его пропустил. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Ну ладно. Шляпку все равно возьмем. Дома разберемся. И вот рядом еще вот один такой малышочек. Вообще новорожденный. И уже гнилой. О, такой вот малыш. И в нем просто кишат уже черви. Уже муха успела насрать. Вот если вот только этот кусочек шляпки возьмем. Вот как вот можно было такое пропустить? Я здесь рядом проходил вообще. Тут вот прошел и не заметил. Тут вот я косил первые грибы, вот то, что говорил. Крутился, вертелся. А он не заметил. Вот еще один. Вот еще один. Не могут же они расти так быстро. Я вот здесь вот рассказывал вам, что находил в прошлый раз гриб тудым-сюдым. Вот еще один крепыш. О, вот этот красавец. Вот так вот. Так вот они и прячутся. Мы еще с этой стороны не заходили. Может и с этой стороны быть. Но здесь обычно редко, когда бывает они там, на границе луга и леса. Тут почему-то то ли место сухое, то ли что. Вот это, на границе они растут. Еще нашли 2 грибочка. Еще крутанемся разик, может еще что найдем.